Вечные темы любви и борьбы добра со злом. На сцене Североосетинского государственного академического театра дебютировал спектакль «Демон» по сюжету одноименной поэмы Михаила Лермонтова. Над постановкой, полностью переведенной на осетинский язык, режиссер Роман Габриа работал год. Первые зрители остались довольны увиденным. На премьере побывала и моя коллега Валерия Козаева. Последние прогоны самые важные, на них отрабатывают детали. Каждый поворот головы, каждая интонация. Все внимание сцене и новаторским решением режиссера. Текст лишь часть творческого посыла. Его эффектно дополняют талантливая игра актеров, невероятная харизма героев. Важно не просто сыграть, а прожить судьбу своего персонажа. Совсем скоро зритель увидит демона на сцене Североосетинского академического театра. Здесь уже говори. Пашмоны. Артисты передают известный литературный сюжет с помощью пластики, эмоций, музыки. Загадочная поэма Лермонтова, в основе которой лежит красивая восточная легенда о том, как печальный демон полюбил княжну. Здесь вся гамма чувств и переживаний, борьба света и тьмы за человеческую душу, вечные вопросы о любви и вере. Роль красавицы Тамары исполняет актриса Амина Акацева. Режиссер спектакля Роман Габриа сделать что-то современное, отвечающее вызовам сегодняшнего дня, при этом отразить всю глубину трагедии демона Тамары. Такую задачу поставил перед собой театр и так гармонично воплотил на сцене режиссер. Он всегда острее чувствует пульс времени, в котором мы живем, развиваемся, любим. Поэтому время действия – наши дни. Создатели говорят, это важно для того, чтобы сделать романтический смысл поэмы максимально доступным для сегодняшнего зрителя и молодежи. Театр – это очень близкая мне фактура театральная, поэзия вообще в целом. И перенос поэзию на язык театра – это очень интересный всегда процесс, потому что это не пьеса, а что-то иное. Себя определил, что форма спектакля – это некий ритуальный акт изгнания из Тамары, этого демона, чтобы очиститься и прийти к какой-то душевной тишине. Настраиваю артистов на то, чтобы почувствовать сегодняшний день. Сделать спектакль современным не в смысле решений, а в смысле духа. То есть почувствовать, что происходит сейчас на улице, в мире, в жизни. Яркие акценты, декорации, концентрация на свете и звуке. Каждый элемент отражает общий посыл спектакля. А смелые музыкальные решения не оставят зрителя равнодушным. Красными нитями проходит через всю постановку тот самый дух осетинской культуры. Роль падшего ангела, который отчаянно хочет любить, исполняет Ацама Скочиев. Актер признается, эту роль прочувствовал до мелочей. Мне было важно ответить на вопрос, почему из 3 миллиардов женщин на планете он выбирает именно Тамару и смиряется с решением небесной канцелярии. Он остается внутри белым, но вопреки своему желанию он одет в костюмы черных сил, но он с этим не согласен. И долгожданная премьера. Постановку зритель встретил с восторгом. В зале аншлаг. Это неудивительно, ведь такой в Северной Осетии еще никто не делал. Интересно, что демона специально поставили в параллель со спектаклем «Се человек» по поэме Коста Хитагурова, говорит художественный руководитель театра. По словам Гиви Валиева, Хитагуров считал Лермонтова гением. Когда труд подрастает до того, чтобы ты мог поставить такую поэму, как «Демон», это очень дорого стоит. Не во многих, я скажу, что очень мало кто может себе позволить поставить такую поэму. Первый показ прошел с большим успехом. Режиссеру удалось в точности воплотить свою задумку в жизнь. Современно, талантливо и поэтично. «Демона» повторят 2 раза. Любители театрального искусства смогут увидеть его 19 ноября. Валерия Козаева, Дана Малышева, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге».